В семье жительницы Аша Назгуль Мырзакановой 2 школьника. К началу учебного года помимо одежды и других принадлежностей она потратила около 10 тысяч сомов на покупку учебников, потому что в самой школе учебников не хватает. Анан мен бардығын сатып алам да. Анан жетпеген кайсы бир. Мои дети учатся в школе имени Ломоносова во 2 и 3 классах. Учебники, которые выдает школа, сильно изношены, поэтому я покупаю новые. Если программа не изменится, младший ребенок сможет учиться по книгам старшего. Подобная ситуация знакома многим родителям, которые вынуждены искать учебники в магазинах канцтоваров. Однако и там необходимые издания поступают в ограниченном количестве. Книги, которые к нам приходят, в основном количестве для одного класса 14 книг, где-то минимум. Да? В одной книге есть по 2-3 части. У них еще и прописи есть. В одном прописи бывает по 4 части. Каждый четверть по одной части они проходят, да? Родители отмечают, что учебники, купленные в прошлом году, нередко становятся непригодными для младших детей из-за изменений в учебной программе. Это вызывает недовольство не только у них, но и у владельцев книжных магазинов, которые также несут убытки. В данный момент в основном сейчас для начальных классов у нас больше приходят книги, все количество. И когда книги каждым годом у нас меняются, новые поступления будут, они уже остаются и приходят делать на брак. Но мы сдаем уже на макулатуру, потому что школьная программа уже другая. Они не проходят эти книги. Нам приходится это все отдавать либо в макулатуру, либо это уже все брак. В городском управлении образования пояснили, что Министерство просвещения выпускает новые учебники по обновленной программе, а их электронные версии размещены в интернете. В прошлом учебном году школы были обеспечены учебниками на 85%. В этом году издаются новые книги, например, книги по английскому языку в соответствии с программой Кембридж. Постепенно они распределяются по школам. На платформе kiteb.edugov.kg размещены электронные версии. Это одна из мер по снижению дефицита. В настоящее время нехватка учебников особенно ощутима в начальных классах. В старших классах дефицит географии, химии, а также математики. В управлении образования связывают это с ростом числа учеников из-за миграции. К началу этого учебного года увеличилось количество вернувшихся соотечественников из России, а также прибыло более 4000 детей в результате внутренней миграции. Все это повлияло на рост числа учеников и нехватку учебников. Сегодня в Аше функционируют 122 школы, где обучаются свыше 110 тысяч детей. По разъяснению городского управления образования, в течение 3 лет система обучения полностью перейдет на 12-летний формат. До этого времени для школ будут выпускаться учебники по новой программе. Айтунук Мамытова, Уран Адишев, ЛТР, город Ош.